А по поводу шумеров, да, ведь это даже не Алжас Сулейменов первый сказал, что шумеры были тюрками. В книге, очень известная книга «Боги, гробницы, ученые», которая привела нас многих в историю, там, в принципе, на первой же странице написано, что шумерский язык – это один из тюркских языков, любой желающий может посмотреть. И когда мы учились сами на исторических факультетах, по книге Авдеева «Учебник. История древнего мира», там тоже черным по белому написано, что шумерский язык – это тюркский язык. То есть на этой фразе воспитывались поколения историков. Так вот, дело в том, что языки тюркские, они, таких данных пока твердых нет, мы не знаем языки тех времен, но похоже, что они очень древние, и возможно вполне, что вот, те языки, которые были 60 тысяч лет назад, они постепенно эволюционировали, но мы знаем, что они эволюционировали во много языков разных. Это и тюркский, это и языки Ближнего Востока, это и индейские языки, это и сибирские языки. Но вот дело в том, что тюркские языки, как показывают наши данные, они одни из древнейших и были, видимо, десятки тысяч лет назад уже были тюркские языки. И были они, судя по всему, в Сибири, в Южной Сибири. Дело в том, что тут опять нужно затрагивать много вопросов. У меня просто на это нет ни времени, нет желания углубляться в детализацию. Но дело в том, что есть еще языки, которые получили в лингвистике название дени-кавказские языки. Они же сино-кавказские языки. Это разрабатывал Старостин, лингвист, который безвременно умер не так и давно. Так вот, дело в том, что, оказывается, языки, на которых говорят народы Сибири, они перекликаются с языками, на которых говорят некоторые американские индейцы. А те, на которых говорят народы Сибири, перекликаются с языками, которые пятнами расходятся по всей Евразии, вот от Сибири до Запада. А их называют языки изоляты. И вот языки енисейские – это одни из языков изолятов. Языки вот тех самых американских индейцев Дени – это языки изоляты. Язык бурушаский на Памир, там, Гималаи, Афганистану, там, далекая восточная часть – это язык изолят. Далее мы переходим, от них пятна идут и проходят где-то, судя по всему, по шумерским языкам. Тоже язык изолят. И вот есть основания, что шумеры тоже говорили на как раз языках прототюркских, а шумеры жили, как мы знаем, это примерно 6 тысяч лет назад до примерно 3 тысячи лет назад. А можно детализировать, никто точно не знает. Обычно дату говорят тоже и 5,5 тысяч лет назад, в общем, тысячелетие. И тоже, когда мы начинаем рассматривать детально шумерские языки, у них явно есть тюркские элементы. Ну, лингвисты тоже говорят, это, вы знаете, это как так получилось, диффузия, там, с тюрками, но дело в том, что эти языки изоляты идут по цепочке и дальше доходят до северокавказских языков, и на Северном Кавказе тоже языки изоляты, и тоже перекликаются и с шумерскими, и тюркскими, и дальше мы переходим к языкам басков. Это язык Юскера, он же Юскара, тоже язык изолят, на нем никто в Европе, кроме басков, не говорит. И тоже там явно есть переклички с какими-то очень древними языками, которые в древности как раз могли быть прототюркскими. Опять же, лингвисты, которые сейчас пожимают плечами и поднимают брови, я повторяю, я не собираюсь за лингвистов работу проводить, я им подсказываю, где нужно вести работу, что нужно искать и как примерно нужно искать. Я даю им наводку, если угодно. Кстати, баски, они, как многие знают, кто интересуется историей, читают интересные статьи и книги, у них явный перекличка не только языкового с народами Северного Кавказа. Очень похожи танцы. Кстати, интересно, у грузин система счета 20-ричная. Они считают двадцатками, а не десятками. А то же самое баски считают двадцатками, а не десятками. И вот так, если посмотреть, как шли древние миграции, похоже, что они шли как раз вот этим путем, где остались вот эти вот языки изоляты. Когда мы смотрим, переходя к ДНК-генеалогии, кто могли быть эти народы, имеется всего лишь один вариант. Это народы группы R1b. Так вот, и R1a, и R1b образовались в Южной Сибири, судя по всему. В Южной Сибири на Байкале нашли древних носителей гаплогруппы R1.
датировка 24 тысячи лет назад. И, в общем-то, данные по изучению как раз ДНК жителей Сибири, они показывают, что многие из них имеют как раз гаплогруппу R1A. R1b мало, но древние народы имели гаплогруппу, без сомнения, R1b. И вот они разошлись примерно вот как раз из Южной Сибири и шли разными путями, шли на запад. Почему они шли именно на запад? Пока наука этого не знает. Возможно, климат, возможно, другие причины, какие-то местные супостаты, не знаем. Но дело в том, что у них есть как раз и у R1A и R1b есть общий предок, это гаплогруппа P. И вот из гаплогруппы P образовались R1 и Q. Так вот, Q шли в Америку. И сейчас большинство американских индейцев имеют гаплогруппу Q. Все эти байки про майя, что это такая необычная цивилизация, видимо, инопланетяне повлияли, инопланетные цивилизации, ерунда. Все это сибиряки. Гаплогруппа у майя, все, кого мы знаем, гаплогруппа Q. И когда начинаешь сравнивать с сибирскими народами некоторыми, один к одному, и номер паспорта, и обложка паспорта. И то, и другое совпадает в огромной степени. Так вот, дело в том, что как раз вот эти вот языки, которые ушли, гаплогруппа P, ушли в Америку, это и то, что почему американские индейцы в них находят тоже элементы тюркских языков, уже показывает, что еще 20, 30, 35 тысяч лет назад в Сибири говорили на прототюркских языках. И вот эти прототюркские языки или протюркские, а можно называть и тюркскими, но это уже было бы неправильно, потому что тюркские языки в науке уже закрепилось. Это вот молодые языки с нормальными, понятными тюркологам характеристиками. Но их предки ушли в Америку. И почему мы считаем, что это действительно были предки, носители тюркских языков современных. А остальные пошли из Сибири южной на запад, и вот они по этому пути несли с собой тюркские языки. Это и эламские языки перекликаются с тюркскими в Иране, это западный Иран, это, повторяю, шумеры и так далее.